Спасибо большое. Вы уже говорили о женевских дискуссиях. Абхазии предстоит еще один раунд женевских дискуссий на фоне заявлений бывшего госминистра Грузии. Он сказал, что в военное время, во время грузино-абхазской войны, они не могли обменивать пленных, потому что абхазов они расстреливали. Вот. Будет ли этот вопрос поднят на женевских дискуссиях? Действительно, это очень показательный факт. Это факт, который демонстрирует в полной мере сегодняшнее состояние дел во внутриполитической повестке Республики Грузия. Это демонстрирует отношение власти Грузии к признанию факта военного преступления, военных преступлений, многочисленных, очень наглядно и показательно. Действительно, господин Барамидзе, Георгий Барамидзе, это человек, который был облечен очень серьезными регалиями власти в свое время. Это и экс-министр МВД, Министерства внутренних дел. Это и госминистр, и вице-премьер правительства Грузии. И вот совсем недавно он совершенно откровенно признал, что грузинские войска, грузинские формирования, они просто расстреливали абхазских военнопленных. Ну, что здесь еще можно добавить? Это признание из уст некогда высокопоставленного чиновника, который облечен был большой властью в Грузии. Казалось бы, Генеральная прокуратура Грузии, которая немедленно возбудила уголовное дело, она должна была обратить внимание на состав военных преступлений. А у нас огромное количество этой информации, которую мы обязательно, планомерно, настойчиво, шаг за шагом доводим и будем доводить до самой широкой международной общественности. В том числе, и как вы совершенно справедливо сказали, уже мы готовимся к следующему раунду. Он состоится в ноябре. Обязательно и на площадке международных дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье, в Женеве, в Швейцарии. Однако Генеральная прокуратура Грузии возбуждает дело против Барамидзе, который признал факт военных преступлений, обвиняет его в измене Родине, тем самым пытаясь завуалировать, закрасить, заштукатурить проблему, которая возникает в очень широком поле дискуссий международных на тему военных преступлений грузинских формирований в 1992-1993 году. Вот, пожалуйста, иллюстрация подходов, которые исповедует грузинское руководство на протяжении многих-многих лет. Это присуще не только сегодняшней команде властной Грузии. Это их подходы, это их принципы, вводить в заблуждение, отрицать очевидное, мифологизировать свою историю, даже самую недавнюю. Я не говорю уже о древней истории. Это свидетельство того, что Грузия не признает, по-прежнему не признает и не в состоянии осознать ту степень тяжести вины, которая лежит на ней. Мы обязательно поднимем эти вопросы в рамках очередного раунда международных дискуссий, поскольку имеем просто неопровержимые доказательства из уст, казалось бы, совсем недавнего одного из руководителей Грузии прозвучали подобные шокирующие признания. Хотелось бы призвать и международную общественность, и высокие европейские и мировые международные институты подробным образом изучать такую информацию. Ее даже не нужно где-то искать. Мы представляем эти факты им в большом объеме, достоверно, в ходе в том числе и нашего общего женевского формата. Я уверен, что под тяжестью неопровержимых доказательств начнет претерпевать изменения и позиция, по крайней мере в общественном сознании, и европейских чиновников, экспертов, всех тех, кто
связан с международной повесткой, с абхазской проблематикой. Очень рассчитываю на это. Мы со своей стороны предоставим все необходимые доказательства и, как так сказать, замылить этот факт, нивелировать его ни у кого не удастся. Мы будем и впредь подобные вопиющие примеры широко представлять международной общественности и самым высоким международным чиновникам. Вот, но все-таки, как вы думаете, достаточно громко прозвучало это заявление? Будет ли оно блокироваться на площадке? Обратят ли на это внимание? На женевских дискуссиях не обратить внимание на что-либо не получится ни у кого. Каждое слово, даже обрывок фразы фиксируется, и это остается в документальном, значит, подтверждении вот всего этого формата женевских дискуссий. Почему мы так тщательно и относимся к подготовке к каждому раунду? Потому что это игра в долгую, и мы это понимаем. Мы знаем, что каждый аргумент, каждая реплика, каждый факт статистический, либо историко-правовой, юридический, он находит отражение и фиксируется. Он может, что называется, выстрелить, может приобрести свою значимость в самый неожиданный момент. Это зависит от того, как проистекают дискуссии, в какое русло они выливаются, какие аргументы находит та или иная сторона. Поэтому замолчать, завуалировать эти заявления, конечно, не получится. Мы не дадим никому этого сделать. Мы придадим этому широкое международное звучание. Как и другие факты, которые мы приводим в ходе женевских дискуссий. Я уже говорил после окончания 67-го раунда последнего, что замечаю уже определенную усталость, в том числе и европейских чиновников, от этой очень непрофессиональной, не подкрепленной аргументами, очень эмоциональной позиции грузинской стороны, грузинской делегации. Мы исповедуем совершенно иные принципы. Наша позиция всегда, так же как и наших союзников делегации Республики Южная Осетия и наших друзей и коллег из Российской Федерации, она базируется исключительно на фактах истории, на правовых документах, на юридически подтвержденных оценках. Надо просто осознать, что невозможно переписать историю задним числом. Все базовые вещи, которые мы обсуждаем в Женеве, они зафиксированы, в том числе и в международных инстанциях. Нам пытаются иногда в качестве аргументов приводить, что какие-то там европейские инстанции, международный суд или еще какая-либо инстанция высказала ту или иную позицию по поводу, значит, Абхазии, действий Российской Федерации. Это нас нисколько не смущает. Есть другие примеры. Есть, например, совсем недавний пример, когда Европейский парламент, Европарламент, ни много ни мало записал в своей резолюции, что не признает легитимности парламента Грузии сегодняшнего. А вследствие этого и не признает легитимности президента господина Кавилашвили. Это тоже позиция очень организации, структуры очень высокой инстанции. Мы спокойно относимся к вердикту той или иной европейской организации, подавляющее большинство из которых дискредитировали себя своей необъективностью и в отношении вопросов, связанных с Абхазией, и в отношении вопросов, связанных с нашим союзником Российской Федерации. Поэтому мы продолжаем свою работу и выстраиваем ее только на основе фактов и документов.